Добрый день, коллеги! Начинаем семинар для классных руководителей. Тема нашего семинара – создание школы матерей. Энелер мектебин түзүү. Мама – это первый и самый главный человек в жизни каждого ребенка. Во многом материнская любовь и привязанность ребенка к матери выполняет функцию поддержания безопасности внутреннего и эмоционального, психологического мира человека на протяжении всей его жизни. И трудно переоценить роль матери в воспитании ребенка. Женщина – сердце в семье, ее эмоциональный лидер. Мать – эмоциональная, чувствующая, питающая и смысловая среда, в которой берет старт вся последующая психическая жизнь и деятельность ребенка. Вот почему важно оказание педагогико-психологической помощи матерям. И большое значение в этом играют правильно спланированные родительские лектории, тренинги для мам. Сейчас повсеместно по республике внедряется опыт работы экспериментальной гимназии номер 3 Лелекского района Баткенской области под руководством учителя-новатора Гапыра Мадаминова, и создаются Энелер мектеби, школа матерей. Гапыр Мадаминов – заслуженный учитель Кыргызской республики, обладатель многих наград, член-корреспондент Союза писателей республики, автор целого ряда образовательных книг, предназначенных для учителей, учащихся и их родителей. Выпускники данной гимназии каждый год показывают высокие результаты ОРТ и становятся студентами бюджетных курсов высших учебных заведений не только нашей республики, но и известных учебных заведений всего мира. По мнению самого Гапыра Мадаминова, причиной такого успеха является налаженная работа с родителями учащихся, а именно своевременное оказание педагогической помощи матерям в виде различных тематических лекториев и тренингов. В данное время встал вопрос создания школы матерей Энелер мектебин түзүү. Работа с родителями проводилась вами постоянно, но разница в том, что основное внимание теперь в работе с родителями нужно направить на матерей, улучшить взаимосвязь с ними, лектории и другие виды работ привести в определенное русло. Тематика родительского лектория должна быть сориентирована на усиление психолого-педагогической подготовки матерей или лиц, заменяющих, к осуществлению правильного воспитания детей в семье и за ее пределами. Также тематика может меняться в зависимости от корректировки целей и потребностей родителей и школы. Ознакомьтесь с положением школы матерей. Форма родительского всеобуча. Тематические лекции для родителей на классных родительских собраниях, на собраниях по параллелям. Индивидуальные встречи администрации школы, классных руководителей, школьных соцпедагогов, специалистов-медиков с родителями, посвященные выработке и корректировке совместной программы воспитания ребенка, оказанию ему помощи в построении собственной образовательной траектории. Цели организации лектории для матерей. Вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни. Дать возможность родителям, то есть матерям, овладеть педагогическими знаниями, навыками, умениями по организации семейного воспитательного процесса, помочь родителям, матерям грамотно оценивать проблемные и критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста. Научить родителей, матерей анализировать типические ошибки в семейном воспитании детей, в том числе свое собственное поведение, свои родительские взаимоотношения. Выработать навыки, умения и приемы оценки психического состояния детей с целью контроля за их психическим здоровьем.
Сформировать у матерей понимание важности и значимости организации в семье интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики асоциального поведения детей. Задачи лектории для матерей – дать возможность всем, кто заинтересован в повышении эффективности и качества семейного воспитания, повысить свою информированность в социально-правовых, экономических, медицинских и других вопросах жизнедеятельности семьи и ее взаимодействия со школой. Ступени родительского лектория в школе. Первая ступень для родителей первых-четвертых классов. На данном этапе ставится задача формирования прочных базовых знаний и умений у родителей младших школьников о своеобразии младшего школьного возраста, созданию условий для интенсивного общего развития родителей по вопросам, связанным с педагогикой, психологией, физиологией детей от 7 до 10 лет. Психическое и физическое здоровье ребенка, адаптация его к школьной среде, формирование навыков учебной деятельности. Вторая ступень для родителей 5-9 классов. Особенностью этой ступени являются освоение специфики возраста подростка от 11 до 15 лет, проблем формирования и развития самосознания обучающихся этого возрастного периода, их взаимоотношений в группе и коллективе взрослых людей, а также сверстников. На этой ступени родители также узнают, как определять склонности и способности своих детей для их дальнейшей специализации, для продолжения образования с учетом их возможностей и склонностей. Третья ступень для родителей, обучающихся от 10 до 11 классов. Этот этап отличается большей ориентацией родителей, то есть мам, на будущую профессию своего ребенка, на его дальнейшее образование, самореализацию и социализацию детей, их подготовку к браку и семье. Данные проблемы решаются через призму возрастных особенностей старшего школьного возраста детей от 15 до 17 лет. Ознакомьтесь с годовым планом школы матерей. В течение этого учебного года работу с родителями, матерями нужно проводить согласно положению и на предложенные темы в годовом плане школы матерей. Инелер Мехтеби. Годовой план школы матерей по классам можете распечатать у секретаря в приемной.